В эфире «Вечерние новости». Расскажем о главных событиях за сегодня. В студии Василий Раченко. Смотрите в программе. В стране отмечают День шахтера. Со старожилами рудного дела Якутии пообщалась наш корреспондент. Эпидобстановка в регионе продолжает оставаться стабильной. За сутки выявили 43 новых заболевших коронавирусом. С закрытием границ многие путешественники отправились исследовать просторы Родины. Один из них по пути к месту следования остановился в Якутске и рассказал о своих впечатлениях. Айсан Николаев поздравил шахтеров и горняков с их профессиональным праздником. Глава Якутии отметил, что угледобывающая промышленность является одной из ключевых отраслей экономики нашего региона. Она занимает 3-е место после нефти и алмазодобычи. По объему производства и играет важную роль в формировании бюджета и развитии городских округов и районов. Потенциал развития угольной промышленности в Якутии огромен, и для его реализации регион нацелен на то, чтобы осваивать новые месторождения, наращивать производственные объемы, внедрять передовые технологии. Глава выразил уверенность, что благодаря совместной работе удастся решить любые задачи, даже самые сложные. Угледобывающая промышленность Якутии зародилась в поселке Сангар Кобяйского района. Добычу начали в далеком 1928 году. За 70 лет работы шахты для нужд республики и Северного морского пути было добыто 13 миллионов тонн высококачественного угля. После закрытия шахты Сангарская многие рабочие уехали из поселка. С оставшимися старожилами, которые знают подземные работы не понаслышке, пообщалась наш корреспондент. Свой первый рабочий день на шахте Сангарской Александр Вализер помнит до сих пор. Спускаясь по лестнице вглубь земли, он насчитал 1147 ступенек. Спускаться в чрево знаменитой Сангар-Хаята приходилось на своих двоих. Канатная дорога появилась только в 1994-м. Для меня даже какие-то мурашки шли. Прежде чем дойти до первой ступеньки, спускаться, я сначала оглянулся наверх, вниз. И мне сказали, ни в коем случае не смотри по сторонам. Иди, как будто ты ничего не видишь. То есть, я спустился, все равно была какая-то дрожь. А потом даже не обращал внимания. Александр Вализер отработал на шахте более 30 лет. Тогда на крупной Сангарской шахте в смену работало более 100 горняков. Приезжали сюда со всех уголков Советского Союза. По вагонеткам беспрерывно шел уголь, буровые установки, взрывы породы, конвейеры. На шахте кипела жизнь. Уголь здесь добывался высочайшего качества. Уголь хороший, там прямо как антрацит. Мы даже пробовали поджигать его кусочек спичкой. И пока спичка горит, и он загорается. Хороший уголь был. Добыча угля в поселке Сангар началась в далеком 1928 году. Именно тогда, после интенсивных поисков угольных месторождений по всей Якутии, решено было создать топливную базу морских и речных судов на еще не обжитой людьми пустынный берег Лены. С тех пор Сангарская шахта росла и развивалась. Великая Отечественная война поставила перед сангарцами новые задачи. Шахтеры трудились под девизом «в труде, как в бою». Объемы производства нужно было срочно увеличивать, чтобы бесперебойно обеспечивать интенсивные перевозки по Севморпути. Поселок Сангар, именно поселок работяг. И славу его создавали наши люди, наши горняки и наши учителя, медики, все работники, все обслуживающий персонал именно нашего сангарского рудника, а после шахты Сангарской. Вспоминают свои трудовые будни в шахтерском поселке и супруги Григорчук. С грустью вспоминают они 70-е годы, когда Сангарская шахта была на пике угольной промышленности. Поселок работал тогда как единый механизм. Холодно было сначала, когда что ли ждешь, холодище. Валенки давали тоже, эти давали тоже на голову. А потом уже, когда сделали тепло, калорифер, да, это все, уже загоняли в теплый воздух, и все. И если не хватало на каком-то участке план, не было, тогда работали в субботу. Даже работали в субботу, чтобы план наверстать этому участку. Вот.
Начавшиеся в 90-х годах рыночные реформы, вызвавшие затяжной структурный кризис российской экономики, остановили затяжное поступательное развитие шахты. Постепенно стали снижаться отчетные показатели по угледобыче. Многие стали покидать поселок в поисках лучшей жизни. Шахта была закрыта в 1998 году. До сих пор в поселке тут и там встречаются каменные строения, свидетели былой трудовой славы. Вы можете проехаться по поселку, сколько у нас вот этот недостроенных и уже заброшенных вот этот объектов. Начиная вот с дороги авиапорта, кончая вот рядом с нами стоят трехэтажного здания. Почти что завершенный объект, но не доконченный, заброшенный. В связи с тем, что у нас система в стороне поменялась. Вот эта беда вплотную коснулась именно населения поселка Сангар. Это мы, сангарчане, это вплотную на себе испытали. Сангарцы с малых лет учат своих детей знать историю шахтерской трудовой славы. Ведь именно здесь началась история становления якутского шахтостроения. Создают музеи, строят скверы, выпускают книги, чтят и помнят своих героев, тех, кто когда-то отдал лучшие годы во имя развития угольной промышленности Якутии. Ульяна Шагина, Эдгар Николаев, Якутск. Айсан Николаев проверил строительство мостов на федеральной трассе Вилюй. В ходе рабочей поездки в Верхний Вилюйский район он осмотрел мостовой переход через реку Тюкян. Мост находится на границе Верхневилюйского и Нюрбинского районов. Его ввод обеспечит круглогодичное движение на данном участке федеральной трассы. На сегодняшний день у нас ряд мостовых переходов по федеральной автодороге Вилюй полным ходом идут. Один из них пусковой мостовой комплекс на реке Тюкань, на котором мы сейчас находимся. Важнейший тоже объект. Он соединяет Нюрбинский и Верхневилюйский районы. Длина его практически 270 метров. Сметная стоимость свыше 2,5 миллиардов рублей. Реальная стройка началась в 2018 году, и сегодня мы видим, что стройка уже практически на финишной прямой. Мы надеемся, что уже к концу октября здесь полностью откроется движение. Очень долгожданное событие не только для двух районов, но и в целом для всех тех, кто ездит по федеральной автодороге Вилюй. Также глава ознакомился с ходом подготовки к республиканскому эссеху Аланхо, приуроченному к 100-летию Якутской ССР. Там планируют построить ряд объектов. Айсан Николаев поддержал предложение верхневилюйцев об организации с 24 по 26 июня 2022 года 4-го международного фестиваля «Встреча шедевров ЮНЕСКО» на земле Аланхо. Традиционного мероприятия, которое проходит в Якутии с 2008 года. С учетом внесенных предложений Айсан Николаев поручил ускорить разработку проекта территории, доработать смету расходов и до конца текущего года утвердить план мероприятий эссеха Аланхо. Далее глава региона возложил цветы на площади Победы и посетил новое общественное пространство – сквер Матери. В Якутии за сутки выявлено 43 новых случая коронавирусной инфекции. По данным регионального оперативного штаба, из них 20 в Якутске, 8 в Мирнинском, по 2 в Алданском, Мегино-Кангаласском и Оленёкском и единичные случаи в 9 других районах Якутии. Подтвержден один летальный случай от COVID-19. За сутки лаборатории республики провели почти 3400 исследований. Лесной пожар тушат рядом с селом Кыи в Татинском районе. Очаг возгорания находится в 17 километрах от населенного пункта. Площадь составляет 165 гектаров. Населенному пункту лесной пожар не угрожает, так как имеется естественная преграда – река Тата. Однако существует угроза заготовленному сену для домашних животных. К тушению привлекли технику. Водоснабжение полностью отключат в Якутске сегодня ночью. Кварталы, подпадающие под ограничения, сейчас на ваших экранах. Это связано с ремонтными работами в рамках подготовки к отопительному сезону, говорится в сообщении водоканала. Под отключение с 22 вечера сегодня до 6 утра завтра по якутскому времени подпадают Центральный, Губинский, Октябрьский, Промышленный, Строительный округа, 202-203 микрорайоны, Залог, Молокозавод, ЕКСМК и другие районы города.
Трехдневный международный военно-технический форум «Армия-2020» завершил свою работу в Севастопольском парке «Патриот». В заключительный день военнослужащие продемонстрировали маневренность танков и бронетранспортеров. Разведчики публично отработали прием рукопашного боя, а пилоты инсценировали воздушный бой и показали фигуры высшего пилотажа. Накануне вечером посетители мероприятия ждали лазерное, световое и фаер-шоу, а также в течение дня продлились концерты с участием творческих коллективов Крыма. Ежегодные соревнования на плотах из нереализованных молочных упаковок прошли в латвийском городе Елгово. Команды собрались на берегу реки Дрикса, чтобы побороться за место в одной из 7 номинаций. В этом году плотники соорудили 17 кораблей. У каждой лодки есть своя тематика, на борту которых конкурсанты устраивают целые представления. Наряжаются в самодельные костюмы, поют песни и веселятся. По правилам, в конструкции лодки не должно быть моторов и любых источников энергии. Двигаться плот должен только силами гребцов. На создание одного судна у участников уходит 1000 упаковок из-под молока и несколько недель работы. Материал для лодок конструкторам предоставляет местный молочный комбинат из числа нереализованных пакетов. Уже 18-й год подряд во время праздника молока, меда и хлеба, который проходит в Елгаве 20-й год, юбилейный, уже 18-й год подряд есть такое соревнование между плотников, которые делают свои плоты из молочных пакетов. Путешественник из Центральной России Владимир Шарлаев за 15 лет объездил более 150 стран. Помехой его увлечению не стало даже закрытие границ, и он принялся исследовать родину. В какой город Владимир отправился в этот раз, узнала Полина Долинская. Что такое сидеть дома, для Владимира Шарлаева неизвестно. А закрытые границы не представляют собой препятствия для путешествий. И в один день он решил – еду в Магадан. Появилась идея, в общем, когда начался весь этот проблемы с ковидом, то есть выехать за границу стало достаточно сложно. И вот самое время посмотреть родную страну. То есть когда у нас более-менее регионы открылись, мы решили посмотреть, в общем, всю страну. А для этого, в общем, самая, наверное, удаленная точка от нашего дома – это Магадан. Ну, куда можно проехать по дорогам. Ну, собственно говоря, туда и поехали. Невозможно оставаться просто так на одном месте. В этот момент я живу в Москве и связалась как раз с своим таким бади-тревелом, с Владимиром, и сказала, что ну давай же, надо что-то делать, путешествовать по России. И вот тогда вот все-таки мы соединили наши мысли о том, что мы хотим путешествовать по России и вот как мы это сделаем. Тогда вот была у Вовы идея о том, что давай сделаем то, что мало кто делал, это проедем по дублеру БАМа. По родной стране на автомобиле отечественного производства экипаж из 2 человек выехал в магаданскую экспедицию в начале июня этого года. Основной проблемой оказались плохие дороги и полуразрушившиеся мосты. Один из таких мостов, Витимский, входит в тройку самых опасных мостов мира. Но в этом и заключается романтика, которая так манит путешественников, заставляя раз за разом преодолевать не только препятствия в пути, а иногда и собственный страх. Как для человека, как я, который очень боится высоты, я шла по нему и плакала, иногда ползла, потому что там упали все доски. Вот. Но я действительно очень горжусь собой. Вот все это можно посмотреть на тех роликах, которые мы снимали, и фото, и видео. И вот, в общем, так вот в такой дороге, в такой довольно экстремальной, мы путешествуем. Для людей, которые все-таки мы родились, как бы и росли в городе, и карьеру строили, для нас такое погружение, то, что, это даже объяснить, это меняет нас очень сильно. Вкусив свободу дикой природы один раз, остановиться уже невозможно, считают участники экспедиции. Поэтому заканчивать свои странствия по миру пока не собираются. Следующая поездка уже запланирована в ноябре. Сейчас Антарктида следующая, да, она вот должна начаться уже в ноябре, там в конце ноября Патагония. И, соответственно, если все сейчас там интересуемся, скажем так, открытием Латинской Америки, то есть как только она откроется, сразу туда там лодка ждет. Надо пингвинов смотреть в очередной раз.
Как признается сам Владимир, в старости ему бы хотелось написать мемуары о своих странствиях. И даже уже есть некоторые заметки, сделанные в поездках. Путешественник не скрывает, что для написания подобного требуется много времени и спокойная обстановка. А сейчас он все время в движении. Полина Долинская, Владимир Павлов, Якутск. На этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.